Здравствуйте. В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Щупальца зла. Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Немецкая полиция до сих пор разыскивает подозреваемого в атаке гражданина Туниса. Я могу заверить вас, что полиция работает круглосуточно, чтобы разыскать и задержать подозреваемого виновного в трагедии. Последние почести. Тело посла России в Турции Андрея Карлова доставлено в Москву. Похороны дипломата состоятся сегодня. Ответственность за его убийство взяла на себя террористическая группировка Джейш Аль-Фатха. Человек, похожий на депутата. В казахстанский интернет попали скандальные кадры с участием члена президентской партии. Сам депутат назвал видео шуткой, а его коллеги растеряны. Давайте говорить спокойно. Мы это видео, как и вы, тоже видели. Что правда, что является слухом, а что шутка, мы это сначала выясним. Эскалация конфликта. На востоке Украины возобновились боевые действия. Есть погибшие и раненые. Корреспондент «Настоящего времени» побывал в зоне боев. А вокруг вот тут все сияло. И оттуда стреляли, и оттуда стреляли, и оттуда. Со всех сторон пальба была. Елка высока, наша елка велика. Выше мамы, выше папы, достает до потолка. С надеждой на волшебство. Казахстанские дети пишут письма Деду Морозу. Среди трогательных посланий попадаются совсем не детские просьбы. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Сардор, мне 7 лет. У нас горел дом, я хочу новый дом. Я хочу еще маме новую куклу, чтобы она была рада и веселая. Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт на рождественской ярмарке в Берлине. В результате атаки погибли 12 человек, почти 50 ранены, около 20 из них до сих пор в реанимации. Несмотря на заявления боевиков, следователи продолжают рассматривать разные версии. Сразу же после теракта был арестован один подозреваемый, выходец из Пакистана, но позже полицейские его освободили за недостаточностью улик, сообщила Генпрокуратура Германии. Теперь немецкие спецслужбы разыскивают гражданина Туниса. Его документы были обнаружены в грузовике. Я могу заверить вас, что полиция работает круглосуточно, чтобы разыскать и задержать подозреваемого виновного в трагедии. Генеральный прокурор курирует расследование. Коллеги провели всю ночь, опрашивая людей с тем, чтобы вместе решить эту головоломку. Пожалуйста, поймите, что я не имею права давать подобную информацию о проводимом расследовании на данный момент. Тем временем люди продолжают приходить на площадь, где случилась трагедия. Они приносят цветы и записки в память о погибших. Многие из них признаются, что боятся новых атак. Это все невероятно. Я живу в 10 минутах ходьбы от этого места. У меня маленький ребенок дома. Все могло быть по-другому, если бы это была бомба, а не просто грузовик. Могло быть значительно больше смертей. Для меня очень важно сегодня прийти сюда. Ответственность за убийство посла России в Турции взяла на себя сирийская вооруженная коалиция Джейш Аль-Фатха. Об этом со ссылкой на заявление боевиков сообщило иракское телевидение. Это движение объединяет несколько группировок, ведущих борьбу с режимом Башара Асада в Сирии. Убийство Андрея Карлова, говорится в заявлении, является, цитата, «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо». Мевлют Алтынташ, застреливший дипломата, был якобы членом этой организации. Подтвердить подлинность ее заявления в настоящий момент не представляется возможным. Церемония прощания с Андреем Карловым пройдет в Москве сегодня. В ней примут участие Владимир Путин и высшее руководство страны. Из-за траурных мероприятий ежегодную большую пресс-конференцию президента перенесли на пятницу. Тело убитого дипломата специальным рейсом из Анкары доставили в Москву. Владимир Путин посмертно присвоил Андрею Карлову звание Героя России. Дипломат награжден, цитата, «за проявленные стойкость и мужество на посту и большой вклад в реализацию внешнеполитического курса России». Тем временем власти Турции, находящиеся там российские следователи, продолжают уточнять обстоятельства покушения. Задержаны 13 подозреваемых, которые могли быть связаны с убийцей. Кроме того, взяли под стражу 6 родственников нападавшего. В Анкаре продолжают заявлять, что за преступлением могут стоять последователи опального в Турции проповедника Фетуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации военного переворота в июле этого года.
В Казахстане очередной скандал с участием депутата парламента. В интернете появилось видео, где нетрезвый мажилисмен Мухтар Тинекеев бьет по голове бывшего депутата Карагандинской городской администрации Николая Полевого. Видео сопровождается нецензурной бранью. Тинекеев объяснил, что данная запись является шуткой двухлетней давности. В парламенте пока не знают, как на все это реагировать. Сам Тинекеев пропустил пленарное заседание и лег в больницу. С подробностями Айнур Коскина. Парламентский долгожитель, в прошлом шахтер из Караганды Мухтар Тинекеев, снова в центре скандала. На этот раз народный избранник, занимающий кресло мажилисмена уже в 5-й раз с 2002 года, якобы стал героем неприглядного видео. Человек, похожий на Мухтара Тинекеева, избивает мужчину и требует куда-то войти деньгами. Я говорю, входишь или не входишь? Поговори, поговори. Да нет, не вхожу, потому что нету денег. Видео заметила пресса, посыпались вопросы. Вся эта ситуация отразилась на здоровье народного избранника. Сегодня он не пришел на заседание парламента. Его коллега сообщил, что Тинекеев госпитализирован в больницу. Говорит, что визит к врачам был назначен заранее. Вот на данный момент я ему звонил, он в больнице. Что случилось? Вчера он был здоров? Нет, у него было на сегодня запланировано. Это было обследование плановое. У него проблемы с сердцем. Вчера утром у нас было расширенное заседание комитета, он действительно присутствовал. В 3 часа провел рабочую группу, без 24 он уехал в больницу. Что-то серьезное с сердцем? Ну, надеюсь, что нет. Депутат все же прокомментировал видео новостному порталу НВКЗ. Он настаивает, что это шутка на корпоративе двухлетней давности. Однако событие происходит на фоне телевизора, на котором по телеканалу «Россия-24» идет сюжет из Мурманска, опубликованный на сайте Вести.ру 17 декабря 2016 года. На одном из фрагментов видео, получивший пощечины бывший депутат городского совета Караганды Николай Полевой, признается, что именно Тинекеев помог ему избраться на этот пост. Мухтар Бакирович сделал меня депутатом, он меня поднял, да, он меня вывел в люди, соответственно, там дальше отсюда все вытекаешься. Никогда я тебя не предавал, никогда я тебя не изменял. 3 месяца назад в Мажилисе был создан Совет по депутатской этике. Однако казахстанцы еще ни разу не слышали о результатах его деятельности. Будет ли рассмотрено поведение Тинекеева на заседании этой комиссии, тоже неизвестно. Давайте говорить спокойно. Мы это видео, как и вы, тоже видели. Что правда, что является слухом, а что шутка, мы это сначала выясним. Все рассмотрим, не спешите. Рассмотрим все эти вопросы. Без него не можем рассматривать. Есть, наверное, причина, разберемся. Одиозный депутат регулярно критикует деятельность министров, возмущается размером бонусов топ-менеджмента национальных компаний и холдингов, а также заработных плат футбольных легионеров. Помимо многочисленных государственных наград, грамот, орденов и медалей, он обладатель премии «Народный любимец» 2012 года в номинации «Неутомимый депутат», плюс прапорщик запаса. А весной этого года Мухтар Тинекеев заявил журналистам, что вообще не употребляет алкоголь. Удержится ли Тинекеев со своими регалиями в кресле народного избранника, станет известно только после заседания Совета по депутатской этике. Айнур Коскина, Ганизат Успанов. Настоящее время. Ежегодно в Бишкеке число бездомных увеличивается примерно на 10-15%. По данным неправительственных организаций, общая их численность на сегодня порядка 3500 человек. Особенно сложно этим людям приходится в холода. Известны даже случаи, когда бездомные просто замерзали на улице. В городе работает только 3 временных приюта, куда далеко не всем удается попасть. В одном из них побывали наши корреспонденты. К полудню все места в столовой приюта для бездомных обычно уже заняты. Проголодавшиеся постояльцы жадными глазами смотрят на главного человека на кухне. Ровно в 12 повар Бигаемедже уже начинает разливать обед. На первое лапша с мясом, на второе молочная каша и яйцо, хлеб, чай с сахаром. Как ваши постояльцы, они довольны вашей едой? Не знаю, у них спросите, я не знаю. Мы довольны. Рахмат и спасибо. Довольной едой, но обиженной на судьбу Нина Дмитриевна в приюте уже давно. Говорит, в жизни ей не везло с самого рождения. Даже ребенком она была нежеланным. Для отца и своей мачехи я незаконно рожденный ребенок. С 4 лет я начала переносить все унижения, позор и страдания. В лихие 90-е мошенники, подделав документы, завладели ее квартирой. Тогда Нина Дмитриевна и осталась на улице. До сих пор ходит с протянутой рукой. Семьей обзавестись не получилось. Из родственников, говорит, есть брат, правда, с ним она никогда не общалась. У меня есть
сыночка, брат троюродный, знаменитый хирург на шампан-комбинате Володя Запопатько. Но я его в лицо ни раз не видела, и я к нему не могу обратиться за помощью. Можете сейчас обратиться. Мне стыдно, я всегда была гордая. А мне сейчас стыдно обратиться и сказать, что я в таком положении. Другого постояльца приюта Чингиза Сыдыкова жизнь тоже изрядно потрепала. Скорая подобрала его с улицы, когда он лежал без сознания и замерзал. Мне скорая сюда привезла уже 6 месяцев. Вот здесь в Холонте 6 месяцев живу. Спасает бездомных от голода и холода вот уже 18 лет директор приюта Айгуль Сманалиева. Холомто, в принципе, рассчитано на 70 человек. Вот здесь есть большие комнаты, вот здесь 8 человек. А есть напротив, которой комнаты, там по 5 человек проживает. Ну, в общем, здесь 70, еще сейчас в коридоре там где-то у нас есть люди. Ну, на сегодняшний день 74 находятся. Все бездомные, попадая в приют, обязательно проходят медобследование и лечение. Здесь они могут принять душ. Один раз в день их кормят горячей едой. Но для всех мест не хватает. Когда очень холодно, ну, мы здесь до 100 человек можем. В коридоре, например, они просто сидят. Потому что, чтобы только не замерз, не отморозился, не это. Естественно, мы не оставляем его. А на первом этаже в коридоре можем и матрасы дать, или стульчики дать, и горячий чай, конечно. Приют полностью финансируется государством. Меценаты помогают крайне неохотно и редко, поэтому небольшой годовой бюджет идет на самое необходимое. Помимо ночлега, сотрудники Холомто на каждого заводят карточку и помогают восстановить документы. Мы же оказываем первичную помощь. Первичную. Покормили, умыли, полечили, если он старик, куда-то устроили. А дальнейшего, может быть, его, чтобы он вернулся к какие-то мастерские. Уже в этом году в приюте побывало более 1000 бездомных. Если раньше это были в основном старики, то сейчас контингент значительно омолодился. Только за последние 2 месяца на улицах города от переохлаждения умерли 3 человека. До Холомто их просто не довезли. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Эскалация конфликта. На востоке Украины возобновились боевые действия. Есть погибшие и раненые. Корреспондент «Настоящего времени» побывал в зоне боев. А вокруг вот тут все сияло. И оттуда стреляли, и оттуда стреляли, и оттуда. Со всех сторон пальба была. Елка высока, наша елка велика. Выше мамы, выше папы, достает до потолка. С надеждой на волшебство. Казахстанские дети пишут письма Деду Морозу. Среди трогательных посланий попадаются совсем не детские просьбы. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Сардор, мне 7 лет. У нас горел дом, я хочу новый дом. Я хочу еще маме новую куклу, чтобы она была рада и веселая. 2 военных погибли, 4 получили ранения, еще 4 были контужены за минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе, сообщают в Министерстве обороны в Киеве. Есть погибшие со стороны боевиков, так называемой ДНР, передают наши корреспонденты в зоне боевых действий. 3-е сутки на Светлодарской дуге идет бой. В вооруженных силах Украины говорят, что таких тяжелых боев не было со времен Дебальцевского котла. С линии разграничения только что вернулась наша съемочная группа. Медики уже 3-е сутки на смене. Вывозят раненых с позиций, в основном огнестрельные, осколочные ранения и контузии. Неспокойная обстановка. Большего пока сказать не могу, потому что не я этим управляю. Мы только вывозим раненых. Противник работает из тяжелой артиллерии, самоходной установки калибра 122 и 152. От взрывной волны качает даже автомобили. Военные на позиции не пускают, говорят, что это очень опасно. Мы приехали в село, которое находится максимально близко к позиции, на линии фронта. В село Луганское прилетело одновременно несколько снарядов, повреждено около 10 домов. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, только одну женщину зацепило осколком от выбитого стекла. В этот двор прилетело несколько снарядов за одну ночь. Снаряд вышел. Прямо в подвал. Снаряд вошел прямо в подвал, видите? А взрывная волна пошла туда и осколками потрошила все окна, стены, все.
Местные рассказывают, от большого количества снарядов небо как будто пылало огнем. А вокруг вот тут все сияло. И оттуда стреляли, и оттуда стреляли, и оттуда. Со всех сторон пальба была. Там стреляют, там разрывается, оттуда стреляют, там разрывается. Короче, вот такие месиво. Несмотря на постоянный бой, местные жители продолжают жить своей жизнью. Водят детей в школу, ходят на работу. А вот я соцработник, мне идти вот сейчас соцработник, да. Идти ей надо сейчас пенсию нести людям. Это куда самое туда, на самый край, куда вот этих улиц. Одна, потом дальше вторая улица. Где-то метров 500 от них. И вот как раз где там стреляют. Люди там живут. Хлеба несут. Военные говорят, что в ближайшее время бои вряд ли утихнут, поэтому ВСУ усилили передний край. Пока, говорят, противника удается сдержать. Противник был отброшен до своей линии обороны. То есть на плечах противника наши солдаты зашли в его окопы. Вот это серая зона, все окопы они выкопали в серой зоне, которая по Минским договоренностям относится к Украине. Вот, поэтому на данный момент наши войска закрепились, им доставлены боеприпасы, и они там держат оборону. Получается, просто двинулись на 600 метров вперед. По их данным, противник стягивает к Светлодарской дуге все силы. И хоть первые 2 атаки удалось отбить, это не значит, что боевики не попытаются вновь пойти в наступление и отбить свои позиции. Ольга Кринченко, Илья Никонов. Настоящее время. Донецкая область. В Грузии собираются изменить Конституцию. Правящая партия «Грузинская мечта» планирует внести в главный закон страны ряд поправок, которые существенно расширят полномочия парламента и сократят функции президента. Однако сам глава государства отказывается от участия в обсуждении поправок. Звиат Мчедлишвили с подробностями. Беспартийный президент Грузии не примет участие в изменении Конституции, инициированном правящей партией. Недовольство Георгия Маргвелашвили вызвано тем, что его не допустили до руководства этим процессом. Ранее президент предлагал создать формат, при котором эта роль в равной степени возлагалась бы на него, премьер-министра и спикера парламента. Однако депутаты решили, одного только спикера будет достаточно, потому Конституционную комиссию, к формированию которой на днях приступил парламент, возглавит его председатель, один из лидеров грузинской мечты, Иракли Кобахидзе. В администрации президента посчитали это проявлением узкопартийных интересов. Это решение лишено политического доверия, легитимности и демократического диалога. Оно мешает достижению консенсуса. Более того, мы видим признаки единоличного и однопартийного управления. Президент и его представители воздержатся от участия в работе этой конституционной комиссии. Сам Кобахидзе заявляет, что решение о его выдвижении было согласовано с президентом. Однако в администрации главы государства эти слова называют ложью. И тем не менее спикер выражает надежду, что президент одумается. Что касается легитимности, то я вообще не понимаю, какова связь между этим словом и Конституционной комиссией. Это не только ошибочное, но и некорректное заявление. Представители окружения президента должны знать, что они имеют право говорить, а что нет. Между тем, к работе в Конституционной комиссии привлекут не только депутатов от правящей мечты, за которыми закреплено 23 места, но также представители Верховного суда, Нацбанка, Совбеза и почти всех госведомств. Еще 11 мест между собой поделят представители парламентской и внепарламентской оппозиции. Понятно, что такой расклад дает полное преимущество правящей силе, потому оппозиция разделяет тревогу президента. Власть, разумеется, будет пытаться в форсированном режиме изменить Конституцию под себя. Этим и займется комиссия. Если вовлеченность оппозиции и НПО не будет максимальной, то легитимность комиссии может оказаться под вопросом. Однако опасения по поводу легитимности не единственное, что могло заставить главу государства устроить демарш. Известно, что основные изменения в Конституции коснутся института президента. Так, например, он будет избираться не всеобщим голосованием, а депутатами парламента. В случае необходимости они же смогут отправить его в отставку. Маргвелашвили, у которого, мягко говоря, не складываются отношения с правящей партией, завершает свой первый президентский срок в следующем году. И вполне возможно, он пожелает остаться в кресле главы государства. Однако, если поправки в Конституцию будут приняты, ему это вряд ли грозит. Потому разговоры о легитимности комиссии могут сыграть президенту на руку и создать нужный ему фон, считают некоторые грузинские эксперты. В случае, если нажим с его стороны не ослабнет, то мечта вполне может пойти ему навстречу. И тогда изменения в Конституцию могут принять совсем иной вид. Звиат Мчедлишвили специально для настоящего времени. Грузия, Тбилиси.
Казахстанские волонтеры собирают подарки детям из малообеспеченных семей. В Алма-Ате началась акция «Письма Деду Морозу». Ее организаторы предложили неравнодушным жителям города купить каждому ребенку именно то, о чем он мечтает, рассказывает Дмитрий Беляков. Здравствуйте, можно к вам? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Дедушка Мороз, проходи, посмотри. Вот, ребята. Илья, Равиль и Алина ждали Дедушку Мороза с самого утра. В небольшой квартире в одном из старых алматинских деревянных бараков живут вместе две семьи из Узбекистана. Концы с концами сводят, однако лишних средств на празднование у них нет. Наша елка высока, наша елка велика. Выше мамы, выше папы, достает до потолка. Молодец. Правильно, молодец. Вот тебе подарок. Акцию «Письма Деду Морозу» социальная служба при Вознесенском соборе Алма-Аты проводит в первый раз. Каждый год волонтеры службы вручали подарки, обычно конфетные наборы детям в приютах и малообеспеченных семьях. А в этом году решили спросить у детей, чего бы они хотели получить в подарок от Деда Мороза. Для меня чужих детей не бывает. Все дети для меня родные и свои. И когда мои дети написали письма Деду Морозу, и меня еще заставил сын тоже, мой старший, сесть и написать, чего я хочу. Каждый год такая традиция, пишем и относим Деду Морозу письма. А я подумала, почему другие дети тоже не могут, почему мы каждый год отделываемся тем, что мы привозим им стандартные рахатовские подарки, да, наборы конфет и так далее. Здравствуй, Дедушка Мороз, меня зовут Илюша, мне 3 годика, я слушаюсь маму и папу. Я хочу в подарок железную дорогу и пожарную машину. Вот как раз пакуют железную дорогу и пожарную машину. В этом году социальной службе удалось охватить 60 детей. В основном, конечно, ребята желают получить различные игрушки. Однако в детских письмах встречаются совершенно не детские просьбы. К примеру, в одном письме группа детей попросила Дедушку Мороза подарить одному мальчику теплую куртку, так как мама приносит его в детский садик в одеяле, и он не может гулять со всеми. Тук-тук-тук. Можно к вам? Здравствуйте. Здравствуйте. Еще одна алматинская семья со своей грустной историей. В этой маленькой комнатке менее 10 квадратных метров в общежитии живет семья Махмуджановых. Еще 2 месяца назад у них была собственная квартира неподалеку отсюда. Их дом сгорел, когда Алима была на работе. С детьми была бабушка, которая успела вынести их буквально на одеяле. В доме прогорели все коммуникации и несущие конструкции. Жизнь этой семье пришлось начать с чистого листа. Дом восстановлению не подлежит. Власти заммакима Асет Дюсебекович обещал помочь в этой ситуации. Если на этом месте будут строить новый дом, тогда нам, возможно, выдадут квартиру. Но это тоже сказали под вопрос. Но мы надеемся, он обещал. Все, что есть в этой съемной комнатке, Махмуджановым принесли малознакомые сочувствующие люди. Они же посоветовали 7-летнему Сардору написать письмо Дедушке Морозу. Письмо ребята писали с бабушкой, втайне от мамы, так что рождественский сюрприз удался. Здравствуй, Дедушка Мороз. Меня зовут Сардор, мне 7 лет. У нас горел дом, я хочу новый дом. Я хочу еще маме новую куклу, чтобы она была рада и веселая. У меня был велик, он сгорел. Теперь я хочу новый велик. А Салиму 6 лет, он мой братик. Салиму санки. Спасибо, Дедушка Мороз. Деньги на велосипед и санки волонтерам удалось собрать с помощью соцсетей буквально за полчаса. Куклу маме Сардора и Салима Дедушка Мороз также не забыл положить в мешок. Из желания осталась пока не выполненной мечта о новом доме. Но Махмуджановы верят в то, что в Новый год может случиться даже настоящее чудо. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.